Омарова Жанна Зиадиновна, учитель химии, Алматинская область, Алакульский район, средняя школа номер 11, поселка Достык, 10 класс, химия. Тема урока – свойства фенола и его применение. Цель обучения – знать состав и свойства фенола, практическое применение фенола для получения пластмасс. Для промышленных нужд используется прежде всего фенол, получаемый из каменноугольной смолы. Но этот источник не может полностью удовлетворить потребность в феноле. Разработаны синтетические способы получения фенола из бензола. Этот способ экономически относительно дорогой. В настоящее время практически утратил свое значение. На данный момент применяют недорогой и наиболее известный кумольный метод получения фенола. В нем фенол получают из бензола и пропилена. Фенолы – производные ароматических углеводородов, в молекулах которых один или несколько атомов водорода бензольного кольца замещены на соответствующее число гидроксильных групп. В этих соединениях гидроксильные группы непосредственно связаны с бензольным ядром. Фенолы – органические соединения, в молекулах которых гидроксильные группы непосредственно связаны с бензольным или ароматическим кольцом. В зависимости от числа гидроксильных групп в молекуле фенолы бывают одно-, двух-, трехатомные. Простейший одноатомный фенол так и называется – фенол. Изомерия фенолов связана с изомерией взаимного положения гидроксильных групп в бензольном кольце, изомерии положения других групп в кольце. Например, такие вещества, как пирокатехин, резорцин, гидрохинон, они являются изомерами по отношению друг к другу, отличаются только различным положением гидроксильных групп. Это двухатомные фенолы. Фенол – это кристаллическое бесцветное вещество с характерным запахом. Вследствие частичного окисления на воздухе он бывает часто розового цвета. Фенол – легкоплавкое вещество. В холодной воде малорастворим, но при 70 градусах растворяется в неограниченном количестве. Следует помнить, что фенол – это яд. При попадании на кожу вызывает сильные ожоги. Температура плавления 40,9 градусов по Цельсию. Фенол применяют для получения капролактама, фенолформальдегидных смол, пестицидов, для получения лекарственных препаратов. Используется как антисептик, применяется для стабилизаторов полимеров, для заменителей сахара, для производства красителей и моющих средств. Необходимо помнить, что фенол и его производные – это ядовитые вещества, как для человека, так и для всей окружающей среды. Поэтому при помощи специальных устройств остатки фенола улавливают. Побочные производственные продукты, содержащие фенол, подвергают каталитическому окислению. Сточные воды обрабатывают озоном. Ученые разрабатывают и другие пути по защите окружающей среды. Биохимический метод обеспечивает глубокое очищение и дает возможность перейти к замкнутым безотходным производствам с многоразовым использованием промышленных вод. Для качественного определения фенола используют реакцию взаимодействия фенола с хлоридом железа трехвалентного. Фенол с хлоридом железа трехвалентным дает фиолетовое окрашивание. Большое значение для оздоровления атмосферы имеет внедрение способа сухого гашения кокса инертными газами, которые значительно сокращают небезопасные выборы в атмосферу,
то есть решаются экологические проблемы. Ребята, изучите параграф 90. Я вам даю еще ссылки на видео и на интернет-ресурсы. Все это относится к теме фенолы, свойства фенолов и применение фенолов. Внимательно изучите. То, что вы изучили, поставите знак плюс. Там, где вам требуется еще пояснения, вы можете поставить знак минус. Там, где представлены ресурсы. Химические свойства фенола обусловлены наличием в его молекуле гидроксильной группы и бензольного кольца, которые взаимно влияют друг на друга. Фенол, в отличие от спиртов, обладает свойствами слабых кислот и может реагировать со щелочами. Гидроксильная группа придает атомам водорода бензольного кольца большую реакционную способность в положениях 2, 4, 6. Вам представляется таблица «Химические свойства фенолов». Ознакомьтесь, потому что это вам пригодится для выполнения следующих заданий. Применяя предыдущие ресурсы, выполните следующие задания. Первое. Составьте электронную формулу фенола. Поясните, почему атом водорода в гидроксильной группе более подвижен, чем в молекуле одноатомных спиртов. Второе задание. Составьте уравнения реакции, при помощи которых можно осуществить следующее превращение. И третье задание. Составьте уравнения химических реакций, при помощи которых можно осуществить следующее превращение. Ребята, в четвертом задании просто поставьте знак плюс или минус. Плюс, если вы согласны с утверждением, минус, если вы не согласны. Я думаю, что вам задание будет очень интересно, потому что вы уже ознакомились со свойствами фенолов и физическими, и химическими. В пятом задании необходимо произвести математические расчеты и рассчитать массу фенолята калия, который может быть получен из фенола массой 3,29 грамм. Шестое задание. Пройти по ссылке и ответить на вопросы теста. Время на обдумывание каждого вопроса 20 секунд. Задание очень интересное и прилагаются здесь необходимые ресурсы. Перейдите по этой ссылке. Успехов! Ребята, закончите предложение. Теперь я знаю. Теперь я умею. Мне было сложно при изучении темы фенолы, и можете написать, в чем вы еще нуждаетесь, в каких комментариях, в каких пояснениях. Обратная связь от меня будет в виде комментариев к вашим выполненным заданиям. Ребята, я думаю, вы прекрасно поняли тему фенолы, свойства и применения. Я вам желаю творческих успехов и достижения всех поставленных целей. Успехов!